Всем доброе утро. Это утро Якутии, понедельник. Мы с Павлом Таниным начинаем эту неделю, просыпаемся или, по крайней мере, пытаемся это сделать вместе с вами. 5 сентября на календаре. 2 дня назад горели костры Рябин. Было все не так, все не то. Ну а теперь начинается новая рабочая неделя. Это причем первая полная рабочая неделя сентября. Понедельник сегодня. Казалось бы, грустно, но нет. Это же повод для новых свершений и новых стремлений вперед. Поэтому мы сделаем все возможное, Катерина Винокурова, Павел Танин, чтобы сегодняшний день был для вас максимально полезным, максимально продуктивным и начался, конечно же, с приятных впечатлений, с хороших эмоций и полезной информации. Да, несмотря на то, что в последнее время погода довольно-таки была холодная, такая пасмурненькая, можно ее назвать, да, все-таки выглянуло солнце. Сегодня достаточно так солнечно, тепло, в Якутске, по крайней мере. Но ни в коем случае не унывайте, дорогие наши телезрители. Давайте вместе погрузимся в наш теплый и очень интересный выпуск. И вот что мы сегодня для вас подготовили. Город Якутск в этом году отмечает свой юбилей, 390-летие со дня образования. И всю эту неделю мы посвятим этой знаменательной дате. И в гостях у нас сегодня будет ответственный организатор за культурно-массовые мероприятия на юбилее города. Узнаем, что ждет жителей и гостей столицы в эти дни в рамках юбилея. Ну, помимо этого, поговорим о том, как развить свой семейный бизнес и что для этого надо. Нам расскажут об этом наши гости из бизнес-центра «Мой бизнес». Также расскажем вам несколько советов, как встретить осень, чтобы не впасть в депрессию. Традиционно покажем наши рубрики «Даты и события», «Советы юриста», «Сад и огород», а также «Гороскоп». Поэтому будьте вместе с нами. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Номер телефона вы сейчас видите на своих экранах. Пишите нам с какими-либо предложениями. Можете кого-то поздравить. Мы все это по возможности зачитаем. Или поделиться какими-то своими хорошими новостями. Ну а далее о погоде. Итак, сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 4, плюс 2 градуса. В Заречной группе минус 1, плюс 7 градусов. В южных 0 и 4. В Вилюйской группе минус 3, плюс 3. В Нижнеленских 2 и 4 градуса тепла. В западных 3 и 5 градусов. В Колымы-Дигирской группе минус 3, плюс 4 градуса. В Янских минус 3, плюс 4. На северо-западе 3 и 5 градусов тепла. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила 1 градус. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, штиль. Сегодня днем без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 13-15 градусов тепла. 5 сентября, как уже сказали, понедельник. И вот, кстати, ирония, может быть, а может быть, наоборот, совпадение. Сегодня в некоторых странах отмечают, этих страны две. Какие, вы можете узнать сами. Надо немножко свой мозг тоже стимулировать, искать информацию. В общем, в некоторых странах сегодня отмечают День труда, как символично, да, что в понедельник. Очень, да. Ну, наверное, просто совпало. Скорее всего. Вот. Ну а какие еще дни сегодня можно отметить, какими событиями этот день в истории запомнился, узнаем прямо сейчас. На календаре 5 сентября. Сегодня отмечают Международный день благотворительности. Он был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи в 2013 году. По народному календарю сегодня луп-брусничник. Начинались первые заморозки. «Лупов мороз морозит нос», шутили в народе, и добавляли: «Лупинские морозы на овес садятся, брусникой сластятся». Этот день в истории. В 1666 году в этот день закончился Великий пожар в Лондоне, уничтоживший треть города. За 4 дня, пока продолжался пожар, сгорело 13 200 домов, более 80 церквей и множество общественных зданий. В 1698 году, 5 сентября, Петр I установил налог на бороды, дабы все же привить своим подданным моду, принятую в других европейских странах.
А согласно указу 1705 года все мужское население страны, за исключением священников, монахов и крестьян, было обязано брить бороды и усы. В 1905 году в этот день Россия и Япония подписали Портсмутский мирный договор, завершивший русско-японскую войну. В 1972 году произошел теракт на Олимпиаде в Мюнхене. Он был совершен членами радикальной палестинской организации. В результате жертвами теракта стали 11 членов израильской олимпийской сборной. В 1997 году, 5 сентября, состоялось открытие памятника Петру Великому в Москве. Памятник расположен на стрелке Москвы-реки недалеко от кондитерской фабрики «Красный Октябрь» на Крымской набережной. Его общая высота 98 метров. Это один из самых высоких скульптурных памятников России. В этот день родились Сергей Уваров, русский государственный деятель, идеолог образовательной доктрины России; Алексей Константинович Толстой, русский поэт, писатель, драматург; Андриан Николаев, советский космонавт, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза; Фредди Меркьюри, британский певец, музыкант, автор песен. Именины сегодня у Елизаветы, Ефрема, Ивана, Николая, Павла и Федора. А уже в этом месяце в Якутске стартует конкурс «Малый бизнес для большой семьи», где смогут принять участие многодетные семьи со всей республики. Победители конкурса получат грант в размере 100 тысяч рублей для развития семейного бизнеса. Миссия образовательной программы «Малый бизнес для большой семьи» — это популяризация и укрепление традиций семейного предпринимательства, а также привлечение внимания общественности к семейному предпринимательству, его преимуществам, ценностям, особенностям и перспективам, выявление лучших, конечно же, представителей семейного бизнеса и распространение их успешного опыта и традиций. И сегодня у нас в студии организатор этого проекта Альбина Диасовна Ершова, преподаватель Центра «Мой бизнес», сертифицированный тренер по бизнес-проектам. Альбина Диасовна, доброе утро. Утро доброе. Ну и первый вопрос, начнем издалека. Да, какие услуги оказывает Центр «Мой бизнес» для населения сегодня? Ну, Центр «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма предоставляет самые различные услуги. Ну, это вот, например, образовательные, имущественные, информационные, консультативные. Кроме того, оказывает поддержку в выращивании и сопровождении проектов, которые помогают определиться с профессиональной траекторией, решить, с какой бизнес-идеей, например, работать, да, как зарегистрироваться, помогают зарегистрироваться, предоставляют офисы для ведения бизнеса, и помогают вести и делать первые шаги в бизнесе. А какие конкретно образовательные услуги вы оказываете для населения? Образовательные услуги у нас самые разнообразные тоже, скажем. И мы обучаем, начиная как детей с 14 лет, так и взрослых. Но это семинары, тренинги, курсы. И хочется отметить, что они все бесплатные. Но для детей, например, мы проводим бизнес-игры, бизнес-баттлы. Ежегодно мы проводим республиканскую олимпиаду для школьников и студентов. А для начинающих или тех, кто хочет открыть свой бизнес, это, например, такое мероприятие, как генерация бизнес-идеи, где у нас участники при помощи бизнес-инструментов выбирают себе ту бизнес-идею, с которой хотели бы заниматься. Да? И потом они ее разрабатывают в бизнес-план. А для действующих предпринимателей у нас такие мероприятия, которые помогают развить бизнес. А какую образовательную программу в этом месяце вы планируете провести? Центр «Мой бизнес» под патронатом министерства нашего мы, подготовили очень такую, скажем, полезную активность для многодетных семей. Это мероприятие у нас будет проходить с 12 по 16 сентября, в течение 5 дней в таком интерактивном формате. То есть здесь участники получат не только знания и умения, но и практические навыки. То есть они сами будут разрабатывать свой собственный бизнес-план, конечно, при помощи
бизнес-тренеров. Бизнес-тренеры у нас сертифицированные, опытные. И здесь, значит, будет очень много активностей. Значит, здесь же будут игры, здесь же будут встречи с успешными предпринимателями из тех же многодетных семей. Они будут проходить у нас с утра до вечера, скажем, с 10 до 5 вечера. И кто здесь может участвовать, это многодетные семьи, кто-то представитель из многодетной семьи, который имеет 3 или более детей, если кто-то из родителей находится по уходу за ребенком, или если дети обучаются в общеобразовательных учреждениях. Как можно подать заявку, да? В какие сроки? Заявку можно подать на нашем портале «Мой бизнес 14 РФ». Значит, там на главной странице можно увидеть слайдер, значит, под эмблемой «Малый бизнес для большой семьи». Так у нас называется это мероприятие. И, значит, там у нас надо будет, можно там нажать кнопку «Узнать подробнее» и увидеть положение, там все у нас написано. Ознакомиться. Да, ознакомиться, там есть и дата, место проведения. И, надо будет заполнить анкету, значит, все свои данные, значит, поставить подпись. И, значит, обратно пересылают нам. Но кроме этого, надо еще описать свою бизнес-идею, с которой они хотели бы участвовать. У нас не только мероприятие, но еще конкурс. Если не определились, то ничего страшного. Тренер нам помогут выбрать, сгенерировать эту бизнес-идею. Главный приз это вот как 100 раз тысяч денежный, грант. да? Ага. На что могут потратить победители эти деньги? Вот в последний день у нас проходит защита бизнес-проектов. Здесь они ее презентуют, защищают. Конечно, выигрывает самый лучший, но значит, есть возможность побороться за 100 тысяч рублей. И на что, да? На что можно... Вероятно, развитие своего собственного идеи. Для кого-то это может быть на открытии, если кто. Могут подойти могут участвовать те, которые даже не зарегистрированы. А в ходе, значит, обучения, значит, они напишут свой бизнес-план и для дальнейшей ее реализации. Альбина Диасовна, спасибо вам большое за участие в нашем эфире. За полезную информацию. А прямо сейчас мы прервемся на короткую паузу, после которой продолжим наш эфир. Доброе утро, в эфире новости. На ликвидацию несанкционированных городских свалок в 24 регионах дополнительно направят более 9 миллиардов рублей. Правительство продолжает работу по ликвидации объектов накопленного вреда и несанкционированных свалок. Порядка 3 миллиардов рублей будет направлено субъектам уже до конца текущего года. Остальные средства в течение следующих 2 лет. Это позволит ликвидировать 40 опасных для окружающей среды объектов и рекультивировать сотни гектаров земли в 36 городах. Правительство продолжает уборку в российских регионах в рамках проекта «Чистая страна», ликвидируя несанкционированные городские свалки, объекты накопленного вреда. Они негативно влияют на экологию и здоровье людей. Чтобы мероприятия проводились эффективнее, перераспределим свыше 9 миллиардов 300 миллионов рублей, предусмотренных в национальном проекте «Экология». Нужно и дальше вести такую работу. Это крайне важно для улучшения качества жизни людей и экологической ситуации в целом. 153 новых судна, в том числе 12 ледоколов, планируют построить для нужд Арктического флота страны. Также в рамках развития Северного морского пути планируется разработать программу строительства грузовых судов ледового класса до 2035 года. Согласно новой морской доктрине РФ, Россия намерена сохранить мировое лидерство в строительстве и эксплуатации атомных ледоколов. Кроме того, планируется развивать инфраструктуру атомного флота, систему надзора за его безопасной эксплуатацией и совершенствовать технологии утилизации судов с атомными энергетическими установками и ядерных отходов.
Первый фьючерсный контракт на поставку оленьих пантов заключили в республике. Это поможет увеличить оборотные средства для развития традиционного вида деятельности. Подписали первый фьючерсный контракт, по которому покупатель имеет право получить определенное количество килограмм пантов домашнего оленя в будущем. Контракт позволит нарастить оборотные средства для развития традиционного вида деятельности, сообщил глава родовой общины Осикат из Аймиконского района Алексей Соколов. Для поставок оленей планируют использовать технологию NFT-токенов. Предложение может заинтересовать тех, кого заботит экология Арктики и кто хотел бы внести личный вклад в устойчивое развитие Севера. После приобретения можно будет дать оленю имя и наблюдать за жизнью питомца онлайн. Во Владивостоке открыли улицу Якутская. Ее назвали в честь столетия образования Якутской ССР. Памятный камень, посвященный юбилейной дате, установили в начале улицы. Церемония открытия завершилась якутским национальным танцем «Осохой», символизирующим вечный круговорот жизни и единение с природой. Это очень важное для нас мероприятие и для Владивостока, и для Якутска. Потому что мы считаем, что мы в начале пути нашего сотрудничества, несмотря на то, что Якутская ССР уже 100 лет в этом году. Но мне кажется, именно путь такого тесного межмуниципального сотрудничества начинается вот сегодня. И мы очень рады, что символом этого начала пути станет памятный камень, который мы устанавливаем совместно с постоянным представительством республики по Дальневосточному федеральному округу. Для каждого якутянина это большое значимое событие, ведь и улица, и данный камень, который является символом, является магнитом притяжения для всех отдыхающих, в том числе наших якутян. Доброе утро, это «Утро Якутии», телеканал «Якутия-24». Мы встречаем с вами этот день, 5 сентября, понедельник. Да, новая рабочая неделя, поэтому настраиваемся. Все будет хорошо обязательно у нас на этой неделе. Российских граждан предупредили об исчезновении различных товаров с полок супермаркетов. Определенную продукцию перестанут поставлять в торговые точки Российской Федерации. Данный процесс начнется уже с 5 сентября, то есть с этого дня. Об этом сообщается на сайте издания Prime Press. Уточняется, что речь идет о продовольственных товарах, производители которых ушли с российского рынка, а запасы на складах у ритейлеров уже подходят к концу. В частности, на полках магазинов теперь не будет продукции компании Nestlé. Мировой гигант прекратил поставки в Россию различных йогуртов, батончиков Nesquik и KitKat. Сейчас торговые точки распродают остатки. Кроме того, полностью уйдет с российского рынка кофейный бренд Nespresso. Под таким названием продавали кофейные капсулы, кофемашины и аксессуары к ним. Пропадут с полок супермаркетов и популярные напитки Coca-Cola, Fanta и Sprite. Их заменят российские аналоги в виде черноголовки, Байкала, а также очаковская газировка также появляется. Таким образом, осенью найти обозначенные товары в России будет уже невозможно, сообщается в издании. Да, что, как тебе новость? Ну, меня интересует вопрос, а как же параллельный импорт? Сейчас просят все любители вот этих газированных напитков и шоколадок, в том числе я. Ну, посмотрим, как будет. На самом деле, имел я опыт испробовать, допустим, газировку, одну из российских аналогов. Достаточно неплохое, себе достойное произведение, да, я согласна. Напиточного искусства. Я с тобой совершенно согласна. Благо, а вообще, на самом деле, газировку пить вредно, и лучше вообще ее... Все хорошо в меру, даже газировка. Не нужно пить ее литрами, а вот стаканчик недельку, почему бы и нет. Такие вот советы. Ну а что нам скажут звезды на этой неделе? Узнаем гороскоп прямо сейчас. Овны. Овнам было бы неплохо вспомнить о спорте, но не в виде болельщика, а хотя бы сделать зарядку. Сегодня прошлое Овнов будет пытаться атаковать его, желая разбудить тоску о давно пережитых событиях. Но не стоит идти на поводу у эмоций. Сегодня отношение Овнов к просьбам близких людей может породить серьезный разговор. Тельцы. Сегодня тельцам может присниться вещий сон. Постарайтесь запомнить увиденный ночью сюжет. Тельцам полезно хоть ненадолго уединиться, а может даже поспать. Тельцы, не пытайтесь загребать жар чужими руками.
Близнецы. Сегодня близнецам стоит гнать прочь дурные мысли и плохие предчувствия, пока они не задурманили ваш разум и не сбили с пути истинного. Девиз сегодняшнего дня – трудиться, трудиться и еще раз трудиться. Поэтому об отдыхе можно временно забыть. Не слушайте никаких советов, они могут оказаться неискренними. Раки. Сегодня можно положиться на близкого человека. Он не обманет вас и не подведет. Если нерешительным раком выпадает возможность попробовать что-то новое, решайтесь и пробуйте. Неосторожная мысль может раков подтолкнуть к депрессии. Львы. Сегодня на устах у львов будет словно фортуна, которая сегодня явно им улыбнется. Если к львам обратятся за помощью, не стоит отказывать. Для того, чтобы все успеть, львам необходимо правильно распланировать свой день. Девы. Не стоит ревить над ситуацией, посмотрите на нее креативно, включите фантазию, и решение придет в голову само. Не ждите, что сегодня кто-то скажет то, что вы хотите услышать. Не начинайте много дел сразу, у вас вряд ли получится разорваться. Весы. Если вы давно искали что-то эксклюзивное, то сегодня обязательно найдете это. Если весы хотят, чтобы их воспринимали серьезно, нужно вести себя серьезно. На сегодня правила приличия еще никто не отменял, и весов это тоже касается, потому что можете перегнуть палку. Скорпионы. Скорпион, займитесь сегодня творчеством или какими-то поделками. Это даст вам ощущение гармонии. Постарайтесь сегодня уклониться от конкретных вопросов со стороны. Сегодня ваше радушие кто-то может принять за лицемерие. Стрельцы. Сегодня нужно меньше говорить и больше делать стрельцам. Запишитесь на курсы иностранного языка. Стрельцам не стоит пытаться быть остроумным, чтобы потом не выглядеть смешным. Козероги. Сегодня козероги могут почувствовать, что наконец созрели к семейной жизни. Только не забудьте сообщить об этом своей половинке, пока не передумали. Сегодня не стоит выдавать себя за того, кем не являешься. Будь собой. Сегодня козерогам лучше не планировать дальние поездки. Водолеи. Сегодня возможно знакомство с очень влиятельными и полезными для водолеев людьми. И только в его руках дальнейшее развитие отношений. Если вас кто-то сегодня обидит чем-то, не отвечайте тем же. Так вам будет лучше. Водолеи, не отталкивайте людей, обратившихся сегодня к вам за помощью. Рыбы. Рыбы, как всегда, рассчитали и просчитали, но могут появиться непредвиденные ситуации. Можете особо никого не слушать сегодня. Живите так, как чувствуете. К сожалению, сегодня интуиция может подвести рыб. Ну а как сообщает «Известия», резкая смена жары на холод может значительно повлиять на здоровье, особенно у метеозависимых людей и имеющих также сердечно-сосудистые заболевания, поэтому осень надо встречать правильно. По информации синоптиков, холода пришли в центральную Россию всерьез и надолго. Как минимум в первую декаду сентября будет стоять погода, больше подходящая ко второй половине этого месяца. Бабьего лета пока ждать точно не стоит, как правило, как правильно встретить осень и быть здоровым при этом, расскажем вам в следующем материале. Сентябрь – прекрасная пора, погода еще стоит хорошая и можно успеть сделать столько дел. Предлагаем для начала подготовиться к началу холодов и попробовать уберечься от осенней хандры. А о том, какие именно дела стоит сделать сейчас, мы вам расскажем. И вначале психологи рекомендуют обновить прихожую. Наступление осени – веский повод взглянуть на свою прихожую по-новому. Совсем скоро в ней придется размещать мокрые плащи, резиновые сапоги, объемную верхнюю одежду, головные уборы. И только грамотно организованное пространство может решить эти задачи, не жертвуя чистотой и стилем. Купить подставку для зонтиков. Даже если в вашей идеально организованной прихожей все по полочкам и крючочкам, в ней наверняка не хватает специальной вазы для мокрых зонтов. Угадали? Поспешите выбрать подставку для зонтиков и встретите во всеоружии сезон дождей. Остеклить балкон и обустроить кабинет. Если вы давно собирались заняться ремонтом балкона, но никак не было подходящего случая, начните прямо сейчас. Сентябрь – отличный стимул успеть все до наступления холодов. Как вариант, можно остеклить балкон или лоджию и устроить там кабинет. Приобрести кофемашину. Какая же осень без пледа, хорошей книги и чашечки ароматного кофе. Кстати, о кофе. Знаете ли вы, что кофемашины давно уже стали не просто бытовой техникой, а настоящим элементом декора? Ведь отличный кофе – это не роскошь, а острая сезонная необходимость.
порадовать кота новым домиком. Пусть и питомцу достанется чуть-чуть сентябрьских перемен. Ну а если у вас пока еще нет кота, самое время его завести. Не пропадать же такой идеи. К тому же мурлыканье – отличный аккомпанемент для осенних вечеров. Смастерить вязаный абажур. Чем хуже погода, тем больше времени мы проводим дома. В этом есть множество плюсов. Можно заняться рукоделием и создать, к примеру, уникальный и уютный вязаный абажур из старого свитера. Помимо этого, медики предупреждают, что резкая смена температуры и давления могут негативно сказать на самочувствии. Перепады настроения, головокружение, боли в суставах, тахикардия, упадок сил. Такие недомогания могут ощутить люди с приходом осени. Также ученые выяснили, что если температура падает на 5 градусов, значительно повышается риск инфаркта. Люди с ослабленным иммунитетом рискуют заболеть простудой или ОРВИ. Обостряются хронические болезни. Простое переохлаждение может привести к гайморитам, отитам, ангинам. Чтобы сохранить здоровье, нужно придерживаться простым правилам. Выспаться – это очень важно. Если не хватает витамина D, то пропить его. Правильно одеваться, не слишком кутаться. А главное – стараться поддерживать хорошее настроение и встретить осень с улыбкой. История отважной девочки Кындыкан нашла свое отражение в украшениях. Собственно, экспертная комиссия назвала имена победителей ювелирного конкурса Shining Кындыкан. Эскизы колец, сережек и колье приходили организаторам сотнями. Оценивали работы топ-менеджеры «Алроса», эксперты в области ювелирного дизайна и представители Ассоциации коренных малочисленных народов Севера. Среди множества талантливых художников и ювелиров жюри все-таки выбрало победителей. Так, лучшим, по мнению экспертов, стал набор ювелирных украшений Татьяны Григорьевой. Комплект носит таинственное название «Хранители Севера». Второе место досталось Ирине Жигаловой. Третье место получил набор Анны Алексеевой. Также организаторы выделили спецпризы Валерии Буровой с набором «Древо души» и Нарые Мартыновой и ее «Звезде Кындыкан». Победители получили профессиональные графические планшеты. А советские вывески являются ценными элементами исторической среды. Многие из них сделаны по индивидуальным проектам, но даже типовые наборы вывески уникальны. Во-первых, интересные логотипы, как образцы промышленной графики советского периода. Во-вторых, цены и сами вывески как изделия. Об одной из таких вывесок расскажет Полина Долинская. Дом номер 4 на улице Чиряева был построен в 1968 году. И уже при строительстве дома на специальном выступе была установлена вывеска «Ателье мод люкс». Ателье занимало весь первый этаж, поэтому вывеску протянули вдоль всего дома. Фон сделали из волнистого стеклопластика бордового цвета, а буквы были серебристыми. Последний раз ремонт вывески был осуществлен в 2007 году. Покрасили буквы и подложку. Советская вывеска «Ателье мод» хранит историю не только нашего города Якутска, но и историю каждого из сотрудников этого ателье. До наших дней она сохранилась практически в первозданном виде, но сегодня ей требуется реставрация. Нина Владимировна работает в ателье «Люкс» уже 37 лет. Изначально ее направили на временную работу из другого ателье, но она осталась и работает по сей день. И признается, что дом мод «Люкс» носит свое название гордо и полностью его оправдывает. Это ателье высшего разряда, поэтому «Люкс». Здесь было качество. Качество самое главное в пошиве. Ателье это пользовалось спросом огромным. И народ разный был, и известные, и вообще мы принимали всех. В сентябре прошлого года в фонд «Внимание» была отправлена заявка на восстановление советской вывески 60-х годов. Фонду первоначальный дизайн и богатая история вывески очень понравилась. Смета работ по реставрации составила более 330 тысяч рублей и был объявлен сбор средств. Очень важно такие детали сохранять. И такие вещи, они подчеркивают именно идентичность места, рассказывают об истории, откуда в этом районе такая вывеска, что тут было. Жители очень поддерживают на самом деле, и мы хотим к следующему сезону уже помочь собрать эту сумму.
На сегодняшний день уже собрано около 100 тысяч рублей, и каждый может внести свой вклад в сохранение уникальной витрины советского образца. Также в поддержку вывески фонд выпустил деревянные значки. Получить его может каждый. Для этого необходимо отправить пожертвование от 700 рублей на реставрацию вывески на сайте фонда «Внимание». Полина Долинская, Семен Семенов, Якутск. Ну, в семейной жизни бывает разное. Вот, в принципе, мудрость, она давно существует. И иногда наступают моменты, когда после развода семьи делят свое имущество. Это, конечно, не из лучших процедур, не из приятнейших. И семейные разногласия тоже как бы не очень хорошо. Но все же лучше с этим вопросом разбираться с хорошим юристом. А в нашей традиционной рубрике «Советы юриста» мы вам расскажем, на что нужно обращать внимание в таком случае. Доброе утро, дорогие друзья! Мы сегодня поговорим вновь о разделе имущества, но о разделе, получается, жилого имущества, которое приобретено с использованием материнского капитала. Итак, все знают применение материнского капитала. Если вдруг его использовали на приобретение жилого помещения, но, к сожалению, в последующем родители разводятся и делят имущество, сейчас позиция Верховного суда Российской Федерации, она изменилась. То есть, если раньше суд не определял долю несовершеннолетних членов семьи, при разделе имущества, то вот в части именно когда использованы меры государственной поддержки в виде материнского капитала, суд пересмотрел свое мнение и говорит о том, что обязательно об этом этот вопрос нужно исследовать в рамках раздела имущества, чтобы права третьего лица, несовершеннолетнего ребенка не были нарушены. И должна определяться доля этого несовершеннолетнего ребенка, если она была не определена в ходе, получается, приобретения имущества. То есть, допустим, была приобретена квартира в ипотеку с использованием материнского капитала, происходит ее раздел, и несмотря на то, что имеется позиция залогодателя, так как залогодатель и залогодержатель, они знали о том, что используется материнский капитал, эти документы предоставляются в суд, то есть все документы, связанные с тем, что эти денежные средства были направлены на приобретение именно этого жилого помещения, и определяется доля несовершеннолетия. То есть если раздел происходит в равных долях между родителями, то здесь уже учитывается равная доля ребенка, который имеет право на жилое помещение ввиду мер государственной поддержки. Поэтому, уважаемые родители, не забывайте, пожалуйста, о том, что вы несете бремя содержания своих детей, ответственность за них, и что непредоставление данных документов в суд может тоже быть определенной степенью мошенничества. То есть обязательно все доводы о том, что права вашего ребенка должны быть защищены, если вы не успели их исполнить и самостоятельно передать долю жилого помещения, вы должны в суде об этом заявить. Желаем, чтобы в вашей семье был мир и согласие. Вот и пришла осень, летняя жара постепенно сменяется осенней прохладой, но горячая пора для садоводов и огородников пока не миновала. Продолжая уборку и заготовку урожая, регулярные поливы и подкормки растений, непримиримую борьбу с вредителями и болезнями, важно не забыть о сентябрьских работах. Это не только уборка урожая, но и подготовка грядок уже к следующему сезону. А мы продолжаем вам рассказывать об этом в нашей традиционной рубрике «Сад и огород», о тонкостях ухода за посадками. На зиму пионы готовят следующим образом. Вот здесь пионы? Да, мы где-то в сентябре начнем срезать побеги, оставляя вот такие короткие части. Это подготовка к зиме. Так. Но в то же время можно его, опять же, осенью поделить и сделать из одного растения, подготовить несколько растений. Так. Лопатой я очистила вокруг растения место. Нашла место, где есть зазор между плотно стоящими стеблями. Вот здесь, да? И сделаю лопатой глубокий такой вот надрез. Очень глубоко, на всю, чтобы поделить. В общем, потом, для того, чтобы корни у него очень широко расходятся, мы подальше берем и вот так же очень глубоко на всю глубину штыка лопаты окапываем растение. Не выкапывать, а вот так вот срезать все корни. Несколько раз. Несколько раз вокруг. И только после этого осторожно мы лопатой приподнимаем уже срезанную часть. Так, лопата нам теперь не нужна. Ой, извините. И уже берем руками, да? И вот мы
отряхиваем от земли. О, какие у него Мы корни. видим, да, вот здесь видны почки. Почечки. Это цветочные почки будущего года. И это сами деленка. корни, они такие толстенькие. Для того, чтобы срез не повредился вредными грибами, мы припудрим его вот такой вот угольной пылью. И тоже сделаем потом с деленками. Так, мы припудрили, закапываем яму. Следующий наш этап мы смотрим. В принципе, если вот есть места, где нет почки, мы можем сделать надрез и здесь. Тогда получим, вот осталось у нас одно растение, и этой половинки мы можем получить еще 2 растения. Можно срезать вот так аккуратненько, очень острым ножом. Если опытные садовники, то это делают обычно лопатой. Светлана Захаровна, значит, очень важно, чтобы на каждой у нас вот, ну, как бы деленочке оказалась почечка, да? Да, желательно несколько почек. В Якутске начинаются праздничные мероприятия, посвященные юбилею столицы. В этом году Якутску исполняется 390 лет. И мы решили на этой неделе каждый день рассказывать о важных вехах в истории Якутска. Сегодня век 17, как становление старейшего города Восточной Сибири. – 1632 год. Отряд енисейских казаков во главе со стрелецким сотником Петром Бекетовым, спустившись вниз по реке Лене и достигнув ее среднего бассейна, заложил Ленский острог. Этот год считается датой включения Якутии в состав российского государства. 1638 год. Ленский острог становится административным центром Якутского уезда. Сюда прибывает Семен Дежнев, будущий отважный землепроходец и мореход. 1643 год. Якутский острог перенесен на новое место, где постепенно Якутск разрастается. 1680 год. По царскому указу начинается строительство нового города Якутска. Продолжилось оно до 1687 года. 1681 год. В Якутске проживало 642 человека. В этом же году Якутск получил статус города и стал опорным пунктом экспедиций, форпостом российской государственности и православия на северо-востоке Азии. А уже скоро, буквально на днях, а если быть точными, 11 сентября наш любимый город отметит, Напомним еще раз, отметит, 390-летие. свою юбилейную отметит, дату. За это время Якутск, конечно, превратился из небольшого острога в целый бурно развивающийся город. День рождения Якутска в этом году, как мы уже сказали, будет отмечаться 10-11 сентября. Ну и до этой даты в городе пройдут различные интересные мероприятия, которые можно посетить как одному, так и всей семьей. И какие это мероприятия нам сегодня расскажет наш гость, человек, который ответственен за культурно-просветительскую программу юбилея, Индира Петровна Ли, начальник управления культуры и духовного развития окружной администрации городского округа город Якутск. Доброе утро. Доброе утро, Индира Петровна. Доброе Расскажите утро. нам, как и чем будет отличаться в этом году празднование города, День города? Ну, во-первых, мы свои праздничные мероприятия уже начинаем с завтрашнего дня. И начнем мы его с презентации библиографического справочника «Имена на улицах Якутска». Это будет 4-е издание, пройдет оно у нас в Март-библиотеке. Это издание посвящено тому, что вот именно содержит биографические данные лиц, которыми названы наши улицы. Хочу отметить то, что помимо того, что в бумажном варианте он издан, он у нас еще и в электронном варианте, поэтому все горожане могут зайти на сайт централизованной библиотечной системы и посмотреть, например, какая улица в честь кого названа. Ага. То есть я живу на какой-то улице, интересно, да? Да. Дальше у нас 8 числа также мы презентуем еще одно издание, которое подготовил наш муниципальный
муниципальный архив. Он называется у нас «История города Якутска. День за днем, год за годом». Это летопись города Якутска. Она, значит, посвящена у нас с 1632 до 1990 года. Это когда вот была принята декларация о суверенитете республики. Это первая часть. И надеюсь, что к 400-летию города выйдет вторая часть. А далее у нас 9 числа мы в доме Арчи будем праздновать 20-летие, как создан этот дом Арчи. И в рамках этого мероприятия также мы наше третье праздничное издание будем презентовать «Исэху Туймады 25 лет». 10 сентября в Театре оперы и балета состоится торжественное собрание общественности. И вот 11 числа, в воскресенье, состоится массовые, скажем, мероприятия. И оно, главное отличие, я считаю, то, что эти мероприятия у нас будут проведены на 5 площадках, и каждая площадка у нас будет тематическая. А вот можно ли какую-то прям фишку вот Дня города этого года отметить? Ну да, вот, например, да, раньше всех у нас начинает работать первая площадка. Я вот расскажу вот про эти 5 площадок, да, вот я же сказала, что они тематические. Первая площадка — это территория старого города, мы ее назвали Якутский исторический. Вторая площадка — это парк культуры и отдыха. Здесь уже название Якутск, город будущего. Третья площадка — это площадь Орджоникидзе, ее название Якутск активный. Четвертая площадка — это сквер Карла Маркса и Якутск многонациональный. И пятая наша главная площадка — это площадь Победы, и она называется Якутск праздничный. Ну, мне кажется, что название, наверное, сами говорят за себя. Ага. Ну, все мы ждем, конечно, салют, да. Будет ли он, каким он будет, да, и где? Да, мы будем завершать свою праздничную программу на площади Победы. Салют у нас запланирован на 22 часа. Продолжительность его планируется 12 минут. И я не побоюсь этого слова, наверное, это будет пиротехническое шоу. Да, потому что конкурс выиграл, значит, у нас компания из Владивостока, которая зарекомендовала себя очень хорошо. И горожане увидят красочные салюты. А вот, ну, понятно, мы поговорили про площадки, про салют, дай бог. Да, несколько площадок, все будет интересно. Да. А какие-то конкурсы для жителей будут на площадке проводиться? Вот, например, тот же Якутск исторический. Будет у нас народный конкурс. Он называется «Ретро-Якутск». Каждый горожанин может принять участие в этом конкурсе. Там нет возрастных ограничений. Значит, этот горожанин, должен предстать в образе 50-х, 60-х, 70-х годов. В 11 часов он подходит, значит, на территории старого города. Возле кружала будет у нас стоять сцена, подает заявку. Он должен быть, например, какой-то элемент, пусть даже сумочка, плащик, да, шляпка, показать, рассказать про свой образ. Ну и будет, конечно же, он награжден призами. Также у нас на территории старого города в прошлом году, ровно в день рождения города, мы открыли музей истории города Якутска. И за год музей показал себя очень хорошо. Вот, например, у него сейчас функционирует выставка, посвященная 200-летию Якутской городской думы. И вот 11-го он тоже откроет выставку, посвященную именно образованию города Якутска. Так что жители могут подойти, посмотреть. На территории старого города у нас будет работать интерактивная выставка коллекционеров, станут. Будут различные, вот музейные работники проведут квест-игры для детей. Дальше у нас, например, будет на улице передвижная фотовыставка «Якутск» 1961 года. Будет очень интересно. А вот что касается людей, которые отмечают свой день рождения в один день вместе с городом, что-то какое-то с этим связанное активности, может быть, и конкурсы, опять же. Да, окружная администрация объявила этот конкурс. Подали, как я знаю, на сегодняшний день более 70 человек. И мы их должны отметить на площади Орджоникидзе. Так что подходите на площадь Орджоникидзе, те, кто родился 11 сентября. Ну и еще хочу сказать, что на площади Орджоникидзе, вот самая тоже одна главная фишка, я считаю, что там, наверное, будет очень много народу, у нас будет стоять большая сцена, и на ней будет звучать живой звук.
Заявились уже 7 вокально-инструментальных ансамблей, молодежные группы, молодые исполнители. Это вот такие, как группа 103, группа Юргель, например, с Верхневилюйска даже приезжают, Макинтош группа, вот как я знаю, да, молодежная, Туман. Ну, еще различные концерт группы. живой музыки. Да, концерт живой музыки. До 7 часов вечера. Это здорово. Живая музыка, это всегда хорошо. Индира Петровна, спасибо большое. Ну, поздравляем вас также с наступающим праздником. Да, с нашим общим праздником. Нашим общим. Приглашаем всех принять активное участие в мероприятиях, запланированные на День города. Да. Ну, а прямо сейчас мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Вы смотрите новости. Доброе утро. Авиакомпания «Россия» приступила к полетам из Якутска в Красноярск. Аэрофлот открыл продажу авиабилетов на рейсы из столицы самого холодного субъекта Российской Федерации, Республики Саха-Якутия, в Красноярск. Полеты выполняются на воздушных судах авиакомпании «Россия» в партнерстве с дальневосточным перевозчиком «Аврора». Рейсы планируются 2 раза в неделю по понедельникам и субботам на лайнерах Boeing 737-800. Рейсы, связывающие город Якутск с важнейшим транспортным авиаузлом Сибири, будут способствовать укреплению бизнес-связей и развитию внутреннего туризма. Ленские автобусы можно отследить в приложении Яндекс.Карты. В работе общественного городского транспорта Ленска изменения. С 1 сентября ввели новое зимнее расписание. Автобусы будут ходить по 5 маршрутам, на некоторых несколько направлений движения. Так, транспорт будет чаще заезжать в отдаленные микрорайоны города. Отследить автобус можно в приложении Яндекс.Карты. Пассажиры смогут видеть движение автобусов в режиме реального времени и выходить на остановку непосредственно ко времени прибытия транспорта. В сентябре система навигации работает в тестовом режиме. Выйдет в свет новое издание эпоса «Нюргун Боотур Стремительный». В год столетия образования ЯССР переиздается полное собрание героического эпоса. В День государственности республики 27 сентября состоится презентация подарочных экземпляров. Тираж составит 1500 экземпляров. Основная часть будет распределена между муниципальными библиотеками, школами и учреждениями культуры. Монументальный героический эпос народа Саха «Олонхо» «Нюргун Боотур Стремительный», воссозданный Платоном Алексеевичем Аюнским, впервые полностью был опубликован на языке оригинала в 2003 году к 110-летию со дня рождения классика якутской литературы. В Якутске прошли гонки на беговелах среди детей от 2 до 5 лет. Всего приняло участие 24 гонщика. Юные участники состязались на дистанции до 50 метров. Мероприятие приурочено ко Дню велоспорта в республике, столетию образования Якутской ССР и Году матери. К заезду допускались только при наличии исправного беговела в сопровождении родителей и обязательно в защитной экипировке. Как отметили организаторы, мероприятие направлено на профилактику травматизма юных велосипедистов, а также прививание культуры ношения защитной экипировки. Юные гонщики получили не только массу эмоций и энергии, но и повысили знания культуры и безопасности на дорогах. Победителей наградили дипломами и памятными призами. Дети, которые научились бегать на беговеле, с удовольствием садятся на велосипед и приобщаются к здоровому образу жизни, и уже более активны, набираемся опыта. Надеемся в будущем еще улучшить эти соревнования, усложнить трассы и увеличить число участников. Надо этот вид пропагандировать и гораздо более массовость увеличивать. Филармония республики примет участие в культурной программе «Дней Якутии» на Дальнем Востоке. Концерты пройдут в рамках празднования столетия ЯССР. Яркая концертная программа будет представлена ведущими исполнителями и учреждениями культуры крупнейшего региона России. Богатую палитру самобытной культуры покажет фольклорная группа театра «Олонхо». Лучшие вокальные номера подарят солисты Государственного театра оперы и балета. А шедевры популярной классики исполнит Государственный симфонический оркестр Якутии. На этом все. Хорошего дня. Это «Утро Якутии». Мы продолжаем встречать в последние минуты встречи сегодняшнего дня. 5 сентября, понедельник. В столице региона минувшим днем на федеральной трассе Вилюй состоялись
велогонки. Мероприятие было организовано телеканалом «Якутия-24» при поддержке регионального министерства спорта, Министерства молодежи, управления ГИБДД и управления дорог Вилюй. Так, по словам Дмитрия Аргунова, организатора и идейного вдохновителя, итоги прошедшего велодня таковы. Абсолютным победителем шоссейной велогонки на 100 километров стал Егор Васильев, прошедший трассу, за подготовку которого отвечали специалисты Управдор Вилюй за 2 часа 58 минут и 40 секунд. Он получил золотую медаль, Кубок Республики, учрежденный при содействии зампреда правительства Республики Сергея Местникова. Именную медаль из мамонтовой кости от учредителя шоссейной велогонки Дмитрия Аргунова и денежный приз в размере 50 тысяч рублей от генерального партнера велодня Республиканского Алмаз-Эргейн-банка. Всего в велогонках приняли участие свыше 60 веллеров, а в мероприятии «Велодень» более 100 человек. Телеканал «Якутия-24», организаторы велодня поздравляют всех с началом новой трудовой недели и желают плодотворного дня. Ну, а в преддверии Дня журавля Национальный парк Катылык и дирекция биоресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков Якутии объявляют о запуске флешмоба «Сохраним стерхов». Напомним, 11 сентября отмечается необычный международный праздник – День журавля. Поскольку наша республика является одной из крупных ареалов обитания и гнездования восточно-сибирской популяции стерха, также входит в число организаторов праздника. Так, для участия во флешмобе организаторы просят выполнить ряд простых условий. Написать или распечатать на бумаге 2 хэштега «День журавля» и «Сохраним стерха». Также нужно сфотографировать с этим листом, отправить фотографию на почту, которую вы сейчас видите перед собой на своих экранах, или же по номеру телефона, который также можете видеть на экране. Организаторы обещают разместить каждого, кто откликнулся, в большой коллаж в поддержку стерхов, который станет символом празднования этих редких птиц в этом году. Ну, мы вот тоже, наверное, присоединяемся, поэтому День журавля, сохраним стерха. Катя меня сфотографирует. Ага. Так, все сфотографировала, я отправлю на почту. Сохраню ли я этим стерха, я не знаю, но хочется верить. Потому что все-таки это красивая, величественная такая птица. И, ну, да, очень. Да, вообще животных надо беречь. Вот. Всех причем, да. Абсолютно. На этом мы с вами спешим попрощаться. Да, но тебе тоже надо это сделать. Как, ты что, Давай. Не хочешь, что ли, сохранить стерха? Хочу, конечно. Вот, давай. все. Так. Присоединяйтесь к этой акции. Да, сейчас мы закончим наш эфир и пойдем всю нашу телекомпанию присоединять к этой акции, конечно же. Вот. На этой неделе хотим напомнить, что всю неделю мы будем с вами говорить о предстоящих мероприятиях, посвященных Дню города. Вот. И также вы, дорогие телезрители, можете на наш телеграм-канал отправлять свои видео поздравления с Днем города. Адрес телеграм-канала вы видите на своих экранах. Там же вот есть, вот там в углу QR-код. Его можно отсканировать камерой своего смартфона и сразу попасть в наш телеграм-канал. Но если вы хотите посложнее путь, заходите в телеграм, поиск «Утро Якутии» и Слитно, все получится. Вот так вот прекрасно, позитивно, с хорошим настроением мы вас отправляем в этот понедельник. Хотим, чтобы сегодня у вас обязательно все получилось, чтобы работа работалась, учеба училась. Да. Ну а если вы в отпуске, чтобы отпуск отдыхался, это самое главное. Не забывайте сохранять журавлей в День журавля, потому что, понятно, можно долго говорить о том, что бумажка, какой-то хэштег, но на самом деле это все привлечение внимания к проблематике, потому что, чем больше людей будет на это обращать внимание, тем более заботливо к этому будем относиться. Также отличная сегодня погода стоит, по крайней мере, в городе Якутске, поэтому почему бы и не прогуляться пешочком, солнышко светит, тем более сегодня нам обещают днем до 13-15 градусов тепла. Да. Ну а уже завтра в этой же студии, в это же время с 7 до 8 утра мы вновь с вами встретимся, будем встречать уже следующий день. Ну а пока он наступит, еще много-много времени пройдет, за которое мы желаем вам сделать максимально много полезных дел для себя, для своей деятельности, да и просто прожить этот день в удовольствии. Отличного дня, до встречи, до завтра.